Десятки западных государств призвали китайское правительство немедленно освободить уйгуров, содержащихся в лагерях пыток. Письмо, направленное правительству Китая, является первым официальным обращением от Комиссии ООН по правам человека. Обращение, являющееся общей позицией по Восточному Туркестану, было подписано 8 июля дипломатами 22 стран. Консул одного из европейских государств заявил, что данное письмо является официальным документом Комитета ООН по правам человека. Жертвами китайских репрессий становятся не только жители Восточного Туркестана, но и китайские мусульмане. По сообщениям агентства Bitter Winter, китайские власти, до недавних пор пытавшиеся китаизировать ислам через сносы мечетей, посещаемых дунганами, разрушили купол, минарет, окна и двери женской мечети поселка Бауджи провинции Шэньси. Сотрудники местного управления заменили окна и двери на обычные и придали мечети офисный вид. Похожая участь коснулась и мечети города Ксиан. Недовольным и пытавшимся препятствовать сносу пригрозили арестами. Министерство юстиции США сообщило, что бывший дипломат Мари Клейборн, признанная виновной в передаче секретных данных китайским разведчикам, была приговорена к 40 месяцам заключения и оштрафована на $40 тысяч. 63-летняя Клейборн является главным фигурантом в шпионском скандале, в котором замешаны китайские разведчики. По сообщениям СМИ, Клейборн, работавшая офисным администратором в Министерстве иностранных дел, начиная с 2007 года передавала важнейшие данные двум сотрудникам Министерства юстиции США, работавшим на китайскую разведку. В течение 5 лет Клейборн получила от китайских агентов сотни тысяч долларов и множество дорогих подарков. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел США Морган Ортагус выступила с жестким заявлением по вопросу С-400. Ортагус сообщила, что ежедневно получает подробную информацию о сделке Анкары с Москвой по зенитно-ракетным комплексам. «Я считаю, что Майк Помпео и его министерство категорично отстаивают свою позицию. Ни я, ни Помпео не делали заявление о том, что в позиции США по С-400 появились изменения», — сказала Ортагус. После обнаружения в Ливии ракет, принадлежащих Франции и Объединенным Арабским Эмиратам, пресс-секретарь председателя ООН Фархан Хак призвал страны-участницы к сотрудничеству, чтобы предоставить Санкционному комитету Совета Безопасности ООН необходимую информацию о нарушениях санкций. «Мы надеемся, что все страны будут сотрудничать с Санкционным комитетом», — сказал Хак. Выяснилось, что ракеты, обнаруженные в прошлом месяце в лагере сил, подконтрольных генералу Хафтеру, принадлежали Франции. Министерство обороны Франции заявило, что ракеты «Джавелин» действительно принадлежат французскому государству.